Это новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте и коротко о главных событиях выпуска. Вице-премьер правительства Российской Федерации, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил Нерюнгринский район. Сегодня состоится долгожданное торжественное открытие круглогодичной дороги в Кобяйском улусе. Восстановиться после заражения коронавирусом помогут дыхательная гимнастика и лечебная физкультура. Вице-премьер правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил Нерюнгринский район. В сопровождении главы республики Айсена Николаева он побывал на угольной шахте Инаглинская и горно-обогатительной фабрике Инаглинская-2. Подробнее в сюжете наших коллег. В рамках визита в Нерюнгринский район были осмотрены ведущие объекты промышленности. Сегодня в угольной компании «Колмер», являющейся резидентом территории опережающего развития Южной Якутия, на горно-обогатительном комплексе Инаглинский запущена первая очередь шахты Инаглинская и обогатительной фабрики Инаглинская-2 производственной мощностью по добыче и переработке 6 миллионов тонн в год. Горно-обогатительный комплекс Инаглинский ведет отработку запасов Чульмаканского и Верхнетолуминского каменноугольных месторождений. Шахта Инаглинская станет самой крупной шахтой на Дальнем Востоке и в России. Реализация проекта осуществляется в две очереди с поэтапным увеличением добывающих мощностей до 12 миллионов тонн в год. Компания динамично развивается, создает рабочие места, строит новые обогатительные фабрики, причем строит их в рекордные сроки. За 2 года построен крупный комплекс на Инаглинской. Вот сейчас мы встречались с инвесторами, которые создали целый ряд новых производств вокруг группы компаний. Это тоже очень важно и тоже дает дополнительные рабочие места жителям Якутии. Кроме развития промышленности в Нерюнгринском районе продолжается мощная перезагрузка системы здравоохранения, начатая в 2018 году по инициативе главы республики. Даже в условиях режима повышенной готовности и увеличившейся нагрузки на медицину в связи с пандемией COVID-19 этот процесс не прекращается. За 5 лет в Нерюнгринской центральной районной больнице планируется кардинально модернизировать объекты здравоохранения. Мы всегда в тяжелое время обращаемся к Юрию Петровичу за поддержкой, так и сегодня ее получили на многочисленные наши предложения, просьбы в части и оснащения наших медицинских учреждений, поставку дорогостоящих медицинских препаратов, улучшение в целом работы медицинских учреждений страны в условиях коронавирусной инфекции. Это очень важно, потому что многие решения сегодня нужно принимать на уровне руководства правительства Российской Федерации. Юрий Петрович, как человек, который отвечает в целом за Дальний Восток, еще раз говорю, еще раз выразил поддержку тем предложениям, которые мы высказали. У республики сегодня имеется ряд выпадающих доходов, связанных с экономическим кризисом, коснувшимся нескольких компаний и дополнительными расходами на борьбу с коронавирусом. Решение данной проблемы, как отметил вице-премьер правительства Юрий Трутнев, необходимо учесть в методиках, где медицинские учреждения не должны страдать в сложившейся ситуации, а наоборот совершенствовать свою работу и становиться сильнее. Для этого Минфин России будет держать ситуацию на постоянном контроле и в случае напряженной бюджетной ситуации субъекта оказывать поддержку. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В поселках городского типа, расположенных в регионах Дальневосточного федерального округа, появятся современные центры культурного развития. Их строительство профинансируют из федерального бюджета. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Центры культурного развития – это новый формат досуговых учреждений для всей семьи. Здесь могут проходить выставки и кинопоказы, работать студии и кружки, выступать с гастролями артисты из других регионов страны. От привычных домов культуры их отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства. Продолжаются масштабные клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Вектор-В». Как скоро жители страны получат вакцину и какие государства уже готовы ее приобрести у России, в материале далее.
Директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинзбург заявил, что объемы производства вакцины от коронавируса «Спутник Ви» позволят за 9-12 месяцев провакцинировать 70% населения страны. Начиная со следующего понедельника в производство вакцинного препарата будет включено уже так называемая наша отечественная Big Pharma. Это в лице Генериума, Эр-Фармы и присоединившегося Биокада, а также, соответственно, АФК-система, которая тоже располагает предприятием по производству такой вакцины. В настоящее время проводятся самые масштабные клинические испытания в мире с участием 40 тысяч человек из Москвы и Московской области, из которых 16 тысяч уже провакцинированы. Сейчас проходят, как вы знаете, клинические испытания спутника в России. Это 40 тысяч человек, из которых 16 тысяч провакцинированы к настоящему моменту. Планируется, что, соответственно, 40 тысяч человек будут провакцинированы до ноября. И, безусловно, это одни из самых масштабные клинические испытания. Кроме того, в рамках международного сотрудничества по борьбе с коронавирусом, по словам Дмитриева, подписан ряд значимых соглашений на поставку сотен миллионов доз российской вакцины в другие страны. Российская Федерация активно помогает другим странам. То есть более 40 стран получили наши тесты. Был проведен апгрейд противоэпидемических мероприятий систем ряда стран. И, безусловно, имея данный эффективный инструмент для профилактики COVID-19, а это уже 2 вакцины в Российской Федерации, данные инструменты могут быть предложены миру. Таким образом, по словам ученых, количество вакцины, которая будет поступать в гражданский оборот, можно будет исчислять миллионами доз. Они сообщают, что вакцинация большей части населения страны до 70% будет достаточным для того, чтобы аэрогенно распространяющееся инфекционное заболевание сделать вакциноуправляемым. Правительство России утвердило временный порядок признания лица инвалидом, который предусматривает оформление инвалидности без личного присутствия гражданина. Аналогичный порядок действовал с марта по сентябрь. Теперь он продлен, что позволит минимизировать социальные контакты в период пандемии коронавирусной инфекции. 22 октября около часа ночи в диспетчерскую пожарной охраны Ленска поступило телефонное сообщение о возгорании. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что горит дачный дом. После ликвидации пожара при их проведении разведочных работ было обнаружено 2 человеческих трупа, предположительно мужских. Их личности на данный момент не установлены. Когда пожарная бригада прибыла на место происшествия, дачный дом горел открытым пламенем по всей площади. Также огонь распространился на дворовую постройку гараж. Проникнуть внутрь дома не представлялось возможным. Причина смерти устанавливается. Проводится соответствующая достоверная проверка в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Российской Федерации по установлению личности и правообладателя, по выявлению, так сказать, виновных лиц и установлению причины пожара. По предположительным причинам при осмотре было установлено, что больше всего пострадала крыша дома, в первую очередь. Соответственно, и вот где вот отопительная печь, там вот в основном и прогорела. Соответственно, предположительная причина, скорее всего, разделка топочной печи, то есть печку затопили, и в итоге с крыши начался пожар. Сегодня в Кобяйском Улусе откроют круглогодичную автодорогу общей протяженностью 133 километра. Раньше, когда не было дороги, жители с трудом добирались до города. Теперь можно доехать от Якутска до села Кобяй в среднем за 4,5-5 часов. Первые строительные работы начались еще в начале 90-х. В последние 2 года темпы строительства дороги ускорились благодаря поддержке главы Якутии Айсена Николаева и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С открытием дороги будет увеличена перевозка пассажиров, снижена стоимость перевозки грузов. 15,8 километров сделали дороги. Сейчас будет круглогодичная, будет в Кобяе дорога на выход на федеральную трассу Вилюй. А у нас вот остались рекультивации и все, карьеров. У нас ООО «Кобяйдрострой» около 40 работников. В основном рабочих не хватало.
Международная акция «Большой этнографический диктант» пройдет в формате онлайн с 3 по 8 ноября в республике. В этом году международная акция состоится уже в 5-й раз. Но участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Тестовые задания включат в себя 20 вопросов общефедеральная часть, единая для всех участников, и 10 вопросов региональная часть, уникальная для каждого региона. Задания будут опубликованы 3 ноября на официальном сайте диктанта miretno.ru. Время прохождения диктанта 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт. Дыхательная гимнастика и лечебная физкультура помогут восстановиться после заражения коронавирусом. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. С мнением Минздрава согласны и инструкторы-методисты лечебной физкультуры. Дыхательные упражнения вкупе со здоровым образом жизни улучшат функции дыхания, сердца и сосудов и, что немаловажно, приведут к норме вдоха и выдоха, увеличат подвижность грудной клетки и позвоночника. Специалисты отмечают, дыхательные упражнения уменьшат одышку и слабость при выполнении обычной ежедневной нагрузки, а также способствуют улучшению сна. Не стоит, вобрав в себя полностью легкие воздуха, и держать это долго. Не нужно повышать лишний раз давление, но должно быть соотношение вдоха и выдоха 1 к 3. То есть если мы вдох делаем на 1, то выдох у нас должен продолжаться 3 секунды. То есть если мы говорим в секундном выполнении, при этом мы должны выполнять вдох, мы делаем носом, да, соответственно, мы подогреваем и увлажняем входящий воздух, выдох мы выполняем ртом. И еще одним важным особенностью является изменение положения рук в пространстве. То есть сначала мы ладони к груди подводим, затем мы отводим наружу, вверх поднимаем и опять же в стороны. Вот в таком ключе построены все принципы дыхательных упражнений. Региональная онлайн-экологическая экспедиция «Кюм-Эко» прошла для школьников Вилюйской группы районов и Горного района в программе «Зум». Участниками стали 33 школьника и 14 педагогов из Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского, Сунтарского и Горного районов. Участники экспедиции прослушали вводные лекции на тему экологии, о лесах и лесных ресурсах Якутии, о птицах счастья, журавлях, а также послушали и полюбившуюся всем сказку «Приключения розовой чайки и ее друзей. Жизнь через 30 лет». По итогам экспедиции участникам выданы электронные сертификаты от имени Минэкологии Якутии и Академии наук Республики. Синоптики прогнозируют порывистый ветер в ряде районов Якутии сегодня. В Вилюйской группе районов, а также в Ленском, Мирнинском, Оленёкском районах ожидается усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду. Днем в Жиганском, Кобяйском районах до 19-24 метров в секунду, местами метели. В Оленёкском, Мирнинском районах снег, днем местами сильный. В связи с прогнозируемыми погодными условиями Главным управлением МЧС России по Якутии рекомендует населению соблюдать правила безопасности и все рекомендации. При чрезвычайной ситуации следует обратиться в единый номер экстренных служб 112 или 101. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.